Дорогие коллеги, на самом деле я искренне поздравляю всех нас с годовщиной рождения Белорусского государственного университета. То, что здесь вот уже говорилось, день рождения ректора, на самом деле мы многих, наверное, вещей не знаем, а точнее не наверное, а точно не знаем. Это можно сказать на примере даже исследований гуманитарных наук. Я в этом, конечно же, вижу определенный смысл, но мое поздравление ко всему коллективу я бы хотел озвучить таким образом. Мы совсем недавно проводили совет, который был связан с началом учебного года, и на нем рассматривались новые задачи, новые цели в рамках той стратегии, которая была нами определена больше года назад. Естественно, что делать это, не опираясь на уже какие-то промежуточные результаты, было бы, наверное, и не научно, и не логично. Мы все эти знаем результаты. Я просто, может быть, несколько коснусь таких для меня наиболее значимых, потому что они интегральные. Это возможность аккумулировать в целом доходы от развития университета на 18 с лишним процентов. Это дорогого стоит, это кумулятивный эффект. Просто так его не нарисуешь, просто так его не сделаешь за счет разовой какой-то внешней инвестиции. Это результат работы всех подразделений в университете. Кто-то больше, кто-то меньше, но самое главное, есть системная такая вот сетка заданная, и в рамках этой, в общем-то, системы мы все с вами видим, как и куда двигаться. Я был очень приятно удивлен, когда наша все-таки за такой очень короткий промежуток времени система дополнительного образования начала делать шаги, вначале робкие очень, вначале, что называется, программы были бездетные, но затем это все стало тоже обрастать содержанием, обрастать количественно слушателями, и в результате 40% это очень много. Я очень рад, что у нас в университете начали создаваться, появляться не просто программы англоязычные, но и те, которые наполнены слушателями. Это дорогого стоит. За что огромное спасибо всем руководителям, которые к этому сопричастны, от мала до велика, что называется. И, безусловно, все это вылилось и в определенную, скажем, такую материализованную часть, как улучшение нашей материально-технической базы, и рост зарплаты, и профессорско-преподавательского состава, и, скажем, в целом по БГУ, может быть, чуть меньше по комплексу, но это показывает то, что, в общем-то, есть потенциал внутри. Вот очень часто бывают какие-то пики, которые являются, что называется, максимально возможными здесь и сейчас, да, пики насыщения. И сколько ты потом не предпринимай каких-то усилий, больше ты не можешь достичь. Все, это уже предел. Так вот, я вижу и анализируя, в общем-то, работу университета, вижу, что эти пики – это скорее очень такие промежуточные. То есть есть огромный потенциал у всех у нас. И это видно невооруженным глазом, здесь не нужно прибегать к каким-то статистическим расчетам. Вот вижу в этом огромный смысл. Смысл и для своей личной деятельности на посту ректора, и смысл развития Белорусского государственного университета как ведущего вуза в нашей стране, который и де-факто, и де-юре занимает эти позиции. Я хочу пожелать каждому из здесь присутствующих, каждому нашему члену коллектива, который здесь не присутствует, пожелать прежде всего крепкого здоровья и пожелать тех, вот, скажем, крепких очень оснований, материальных, имиджевых, научных, тот самый вот
огонек, который есть в каждом из нас. У кого-то он в большей степени, у кого-то в меньшей степени зажжен. Вот его не терять, а его сохранить, потому что очень легко чего-то достигнуть, но очень тяжело это что-то удержать. Вот я бы именно хотел пожелать понимать, что мы способны на очень многое. Каждый из нас способен на очень многое и в достижении своих личных целей, профессиональных целей, и как вклад в копилку достижения целей университета, реализации этих целей. Только вот в таком едином, скажем, варианте синергетическим возможно движение любой организации, а тем более университета, тем более Белорусского государственного университета, двигаться вперед. Только через свой собственный, скажем, комфорт, через свою мотивацию покинуть эту зону комфорта для того, чтобы развиться, но не потерять вообще из виду, как берег. Вот только через это университет способен продвигаться вперед. И я выражаю огромную еще раз признательность и благодарность всем членам нашего очень большого коллектива за то, что день рождения университета мы празднуем очень достойно. И есть на чем, скажем, крепко стоять. Я имею в виду не только почти столетние традиции, я имею в виду и те земные результаты, которые есть в нашем распоряжении уже сейчас. И, конечно же, двигаться вперед, потому что сегодня даже если ты чуть-чуть двигаешься вперед, ты уже отстаешь. Это есть, азбука нашего меняющегося мира, точнее, уже, наверное, изменившегося во многом. Поэтому еще раз, дорогие коллеги, с праздником!